В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о самых заметных событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новая структура в социальной сфере. А жители могут быть уверены в своевременности выплат и качестве их обслуживания. Рамзан Кадыров принял участие в праздничном мероприятии в честь двухлетия Социального фонда России. Поступательное развитие. Под руководством Магомеда Даудова состоялось совещание в правительстве. Прекрасная сунна. Региональный общественный фонд проводит очередную акцию добра, что входит в продуктовые наборы. Значение профессии социального работника трудно переоценить, на них возложена большая ответственность. Об этом заявил Рамзан Кадыров на праздничном мероприятии, посвященном двухлетию создания Социального фонда России. Своей миссией организация считает обеспечение благополучия каждого человека, реализуя социальную политику государства. Отличившимся сотрудникам вручили высокие награды за их труд. Репортаж Валентины Гусевской. 2 года назад, 14 июля 2022 года, объединили два фонда – пенсионный и социального страхования. День слияния структур отметили в отделении Социального фонда России по Чеченской Республике. Событие посетил глава региона Рамзан Кадыров, которого необычно встретили в клиентской службе фонда. Вас пригласили в нашу клиентскую службу для того, чтобы подтвердить статус получателя в социальном фонде. Забивай, Кадыров Рамзан Ахматович. Есть, нашел Рамзан Ахматович Кадыров, получатель выплаты как Герой России. Сейчас распечатаем документ. Рамзан Ахматович, мы, дети, как часть социальной среды, гордимся тем, что в нашей многонациональной стране есть такой герой, как вы. В актовом зале Социального фонда России по Чеченской Республике для сотрудников организовали торжественное мероприятие. Собравшимся показали видеоролик о развитии Института социальной защиты населения. Обозначил успехи структуры управляющий региональным отделением Махмад Эми Ахмадов. У истока возрождения, становления и развития социальной сферы нашей республики стоял первый президент Чеченской Республики, Герой России, великий шейх Ахмад Хаджи Кадыров, имя которого вошло в историю как имя национального лидера, спасителя народа, мудрого политика и благородного человека. Он уделял огромное внимание социальному обеспечению жителей республики. Благодаря его усилиям в республике положено начало восстановления социально-экономической инфраструктуры. Ахмад Хаджи неоднократно подчеркивал, что интересы народа превыше всего. И главная цель его жизни – это беззаветное служение народу, обеспечение лучших условий жизни и всесторонней государственной поддержки нуждающимся населения. В настоящее время начинание Ахмад Хаджи Кадырова успешно претворяет в жизнь и продолжает его путь глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Благодаря его усилиям система успешно функционирует и развивается. Получатели социальных выплат в нашей республике обеспечены всем необходимым. Они с уверенностью и с благодарностью к такому вниманию со стороны главы республики смотрят завтрашний день. Огромное количество теплых, искренних отзывов ежедневно мы слышим о всемирно известном региональном общественном фонде имени Ахмад Хаджи Кадырова, который возглавляет мудрая, сострадательная женщина с материнской чуткостью, заботящаяся о каждом, Кадырова Аймани Несиевна. Деятельность фонда за годы своего существования охватила все социальные сферы Чеченской Республики.
и не перечесть всех добрых дел, совершенных по поручению президента фонда Аймани Енисеевны Кадыровой. Отдельно отмечу, что сегодня поддержка социальной сферы республики со стороны руководства стала еще крепче и продуктивнее, благодаря вниманию и усилиям нового поколения талантливых руководителей. Кадырова Айшат Рамзановны, заместителя председателя правительства Чеченской республики по социальному блоку, и Кадырова Хадижат Рамзановны, первого заместителя руководителя администрации главы правительства Чеченской республики, которые регулярно оказывают постоянное внимание по всем направлениям деятельности социального фонда и вносят большой вклад в инновационные проекты и мероприятия отделения социального фонда по Чеченской республике. Значение каждого сотрудника в достижении высоких результатов социальной поддержки граждан отметил глава региона Рамзан Кадыров. Я рад присутствовать среди вас в этот особенный день, День образования Социального фонда России. СФР играет огромную роль в поддержке и социальной защите наших граждан. За годы своей деятельности республиканское отделение фонда неоднократно признавалось самым лучшим и эффективным в стране. Безусловно, это большое достижение для нашего региона и личная заслуга каждого из вас. Благодаря созидательному курсу первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы добились больших успехов в развитии социальной сферы. Сегодня у нас есть полноценные и комфортные условия для работы, а жители могут быть уверены в своевременности выплат и качестве их обслуживания. В завершение хочу поздравить всех вас с Днем образования Социального фонда России, пожелать вам дальнейших успехов и благополучия. Население дон, текечу дон, 1 560 000 дон. Население его председатель правительства дон. Из них дона 435 000 до иной дон. Направление пенсии вечу дон. Так, уж обслуживать дон. А тогда дон. Ну, таган боддич дон. Мы где-то курил, а мы обещали ролик дон. Еще не бастан, херду бог вен бош дон. Хинс дона, а милштуван, вахи, чвахи. Han kofen bolston has paraton tjuен тагандон условия шу така велвочен болба метигю иштона шайгедона кеч регионшка ишт условия женяздон духлоч метшкадон төлдөл регионш хаятсига хрюдон кеч регионшка шайгедон условия шхлердон мамад эмидон беркат духоводон рисковать те, что он швинт и луч ответственность. Иные условия, что баргалдерез, але мандамина, каждый белдуч на дон, дерез дон, фордон, 435 тонн, 1000 дон, пенсионер дон, улки хаджицан условия создавать дон, цан эту халит, что он бинч балхан дон. В ходе мероприятия Рамзан Кадыров наградил отличившихся сотрудников фонда за заслуги перед Чеченской республикой. Указом главы Чеченской республики за безупречную добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня образования Социального фонда России награждаются медалью за заслуги перед Чеченской республикой Кадыров Висита Ахматович. Советник управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике. Кроме того, глава региона наградил специалистов отделения знаком за трудовое отличие и благодарственными письмами. Илисханова Айна – одна из них. 7 лет она трудится на благо сограждан. Хочу выразить огромную благодарность Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказанное внимание и за высокую оценку моих профессиональных знаний. Кульминацией события стала передача 1 миллиона рублей многодетной семье от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. По поручению главы Чеченской Республики региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова, которому в этом году исполнилось 20 лет, этот праздничный день оказывает помощь многодетной семье Тисаевых, уроженцев Веденского района. Семья является получателем мер социальной поддержки с самым большим количеством детей. В ней воспитывается 11 детей. Материальная помощь от фонда в размере 1 миллиона рублей. Не отпустили с пустыми руками и главу региона. Ему подарили макет священной Каабы ручной работы. Это главный образ единения всего земного шара, и ваш благородный труд также притягивает людские сердца.
В семье Тесаевых 11 детей. Старшему ребенку 16 лет, младшей всего 1 год. Стоит отметить, что подобная поддержка семей в регионе оказывается на постоянной основе. Рамзан Ахматович, айна айманина баркалдерес хил алудер сунар сохдалан дерес хил цандаса дайн мискнах я хауш окдеш буш дерес хил цандал эхтобольце. Также денежную поддержку от регионального фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова получили 12 сотрудников социального фонда, у которых члены семьи участвовали в специальной военной операции. Фонд ерсоухатели ахчан соухатло дائما дейл рейс хилсан дала сардойл цели шейдаг мэлэчумантир. За 2 года работы нового социального фонда России в Чеченской Республике запущен единственный в стране проект по оказанию социальных услуг по принципу одного окна. Построен централизованный 6-этажный архив. Реализуется проект «Видеозвонок руководству в районных клиентских службах». Открыт центр общения старшего поколения. Социальный фонд России – это важное звено в системе защиты прав граждан. Благодаря его поддержке многие получают помощь в оплате проезда, лекарств, уходе за больными, пожилыми и многое другое. Валентина Гусевская, Шамсуди Джабраилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Председатель правительства Магомед Даудов провел совещание с Кабинетом министров и руководителями ведомств. Основной повесткой стало исполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по состоянию на 1 июля этого года, а также взыскание задолженности имущественных налогов с физических лиц. Обсудили и принимаемые меры по обеспечению уплаты исполнителями государственных контрактов и налогов, зачисляемых в бюджет региона. Общий объем поступлений по налогам, неналоговым доходам консолидированного бюджета Чеченской Республики на 1 июля 2024 года составил 16 миллиардов 220 миллионов рублей. В процентном выражении 118,2%. В том числе республиканский бюджет 11 миллиардов 209 миллионов рублей. В процентном выражении 112%. Магомед Даудов поздравил исполняющего обязанности главы администрации Грозненского муниципалитета Ильяса Налаева и пожелал успехов в работе. Грозненский сельский район исполняющий вар, когда бабиш по бог банбин судях дивана, ще бог бирбок вот элятсак дивана, ша справиться дирду, штейлем поручение дях кадеху зру, бог ша цигаб бинау, قوي قردو الثلاث دو ماكدين على رمضان حاجين على دالات تبول دال مشكاسون وقيل ديوان. На пороге Кавказский инвестиционный форум идет интенсивная подготовка, создан региональный оргкомитет и 11 межведомственных рабочих групп по направлениям деятельности. Ожидается, что Киев сплотит в Грозном порядка 5000 гостей, поэтому вопросам организации и проведения мероприятий руководство республики подходит крайне ответственно. Ход подготовки в репортаже Валентины Гусевской. Кавказский инвестиционный форум пройдет уже на следующей неделе, с 15 по 17 июля. Республика с волнением ждет это масштабное мероприятие. Процесс подготовки заметен на улицах города Грозного. Дорожные работы не прекращаются ни на день. На улице Абузара Айдамирова, которая ведет в центр города из аэропорта и обратно, уже сняли верхний старый слой дорожного покрытия и активно укладывают новый асфальтобетон. Начинали мы с фрезерования основания. Потом очистка, сейчас идет укладка асфальтобетона. Длиной дороги 900 метров и шириной 8,80. До этого укладывали асфальт на другой стороне дороги. В работе задействовано 30 человек и более 10 единиц техники. Одна за другой грузовые машины с асфальтобетоном прибывают на объект. За день используют 600 тонн материала. После укладки асфальта нанесут разметку и поставят недостающие дорожные знаки. Выбор региона для проведения форума не был случайным. Чеченская Республика – один из лидеров национального рейтинга инвестиционного климата в стране. Наша родная республика является центром Северного Кавказа. Можно ее назвать мегаполисом Северного Кавказа. Это приток гостей, очень большие инвестиции, иностранные инвесторы, иностранные партнеры. То, как сегодня наша республика развивается по ряду всех направлений: социальной, культурной, спортивной, социально-экономической составляющей, это абсолютно беспрецедентные, мы с вами наблюдаем, меры, которые сегодня принимаются нашим главой, уважаемым Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. И, конечно же, все те прекрасные созидания, прекрасные
преобразования нашей республики не были возможными, если бы в свое время наш первый президент Ахмат Хаджи Кадыров Далгазат Обалдольцун не смог заявить о том, что мы должны вступить в новый мир, мы должны вступить в мир без войны, мира и процветания. Поэтому все благодаря нашему первому президенту, который дал нам сегодня возможность проводить такие красочные международные мероприятия у нас в республике. Со стороны Чеченской Республики уже подготовлено более 40 соглашений для обсуждений. В рамках деловой программы состоятся свыше 60 сессий. Одной из площадок проведения форума стал Стройкар Экспо в Грозном. Площадь выставочного зала комплекса 8000 квадратных метров. В преддверии события на его территории возводят рабочие помещения. Полным ходом идет возведение стендов регионов Кавказа и партнеров форума. Уже видны их очертания и стилистика. Наблюдаем также и неожиданные декорации. Вот, например, настоящий горнолыжный фуникулер. Экспоцентр разделят на несколько зон для выставки регионов и партнеров, а также залы для отдыха участников, круглых столов и лекций. Здесь молодежная программа объединит более 1000 студентов и начинающих специалистов. Сейчас производится застройка стен, установка баннеров на Кавказском инвестиционном форуме. Здесь сейчас 6 залов, порядком около 2500 квадратных метров. Ну и, соответственно, сотрудников привезено с Москвы около 50 человек. На форум приедут более 5000 человек. Его международный статус позволит заинтересовать зарубежных инвесторов. Ожидаются делегации из 50 стран, включая Россию. Уделят внимание развитию предпринимательства и агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуре, здравоохранению, промышленности, энергетике и многим другим вопросам. Валентина Гусевская, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную акцию добра. Она приурочена к 212-й годовщине со дня появления на свет Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Продуктовые наборы распределили среди нуждающихся семей. Слова признательности за поддержку звучали во всех муниципалитетах республики. Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость, внес неоценимый вклад в духовное развитие не только чеченского, но и всего кавказского общества. В честь 212-й годовщины со дня его появления на свет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. В рамках акции по всей республике раздали 27 тысяч кур, столько же бутылок лимонада и 82 800 буханок свежего хлеба. Оказание поддержки нуждающимся уже давно стало доброй традицией фонда. Для нуждающихся такая поддержка имеет огромное значение. Фонд в первую очередь протягивает руку помощи малоимущим семьям. Барка Рамзана, Джиндина, Валка, Мустана, Дакар Баркал Бохашан, Аларис Лиш. Да, Алтар, я и Безандей Бохи, Кески, слушаю, Тадик Далмла, Деврейский Безандей. Основными призывами шейха к последователям было братство, равенство и социальная справедливость. Именно эти заветы и претворяет в реальность региональный общественный фонд своими добрыми делами. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах, в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.